каждого психолога есть свой психолог, и чувствовала себя полной дурой. Батя в студии. В какой-то момент прилетит и мне. Нас сметет. Спасибо. Пожалуйста. 16 лет практики. Давай я девочка восьмиклассника, ты отец. Без волшебных кренделей. Сама хотела купить свою книгу. И здесь тоже начинается кися-меся. Аплодисменты. На втулке от туалетной бумаги нарисовал мой портрет. Я знаю, что ты есть в Форбсе. Я пещерный человек. Эти экземпляры на презентацию в Ставрополе и своим родом. Итак, добрый день, всем ассаламу алейкум. Давно у нас не было этой рубрики. Всему виной сильно занятый специалист, эксперт в своей сфере. Ну ладно, на самом деле не она виной, всему виной. Ты сейчас про меня говорил? Я думала, ты о себе. В общем, долго ждали, но в итоге дождались. А у нас сегодня в гостях психолог, кандидат психологических наук, аккредитованный супервизор Марина Гугуева. Добрый день. Аккредитованный супервизор. Кто это? Супервизор. Ну, аккредитованный мы еще понимаем. Да. А кто такой супервизор? Супервизор – это специально обученный, очень опытный психолог, который работает с другими психологами, помогая им разбирать сложные случаи в практике. То есть это психолог психологов? Психолог психологов именно как специалистов, не как личностей, а вот именно как экспертов. То есть выражение, что у каждого психолога есть свой психолог, это не об этом сейчас? Нет, у каждого психолога есть свой психолог и свой супервизор. Ага. Так, а чем ты сейчас вообще занимаешься? Сейчас я работаю в основном в области бизнес-психологии с предпринимателями, очень много работаю с блогерами, тоже как с предпринимателями. Мы разбираемся с тем, как их внутренний мир влияет на то, как они выстраивают свой бизнес, как общаются с клиентами, как подают себя, как выстраивают отношения в команде. То есть это какое-то развитие личного бренда получается? Ну, не совсем, это скорее... как наши какие-то решения, наши личные взгляды влияют на то, какую динамику мы запускаем в свой бизнес. Ну, например, давай вот такой пример. Если родились погодки, и для старшего это очень конкурентная ситуация. Человек вырастает, и он эту конкуренцию несет с собой везде. Он начинает конкурировать, например, с кем-то из своей команды, кого он первоначально пригласил себе помогать, ну, допустим, заместителя директора, да, или кого-то, кто ведет его соцсети. Он пригласил специалиста помогать, но потом в какой-то момент включается с ним в конкуренцию. Или, например, это блогер, который включается в конкуренцию со своими подписчиками. Они ему что-то пишут, какой-то комментарий, а блогер пытается доказать, что я лучше, я круче, вы ничего не соображаете. И эта динамика, в конце концов, начинает влиять на доход. А это уже никому не нравится. То есть тут не про изучение целевой аудитории и так далее. Тут нет. Личность и прибыль, которую он получает, и компания, которую он развивает, и как это все развивается благодаря его решениям. Да. А точнее, не благодаря его решениям, да? Да, и так тоже бывает. Все. А давно ты именно этим занимаешься? Ну вот прям так основательно, наверное, последние 5 лет. 5 лет. Сколько лет ты вообще в психологии? 16. 16 лет? Как практик. Да, как практик. То есть 16. ты учебу закончила, все, и начала уже работать психологом. До этого 11 лет чем занималась? Да. Ну, в смысле, ты 16 лет практик. 5 лет занимаешься бизнес-психологией, 11 лет до этого. До этого 11 лет я работала... Расскажи, не сначала карьерной лестницы, а наоборот как бы. Хорошо. Ну, наоборот, слушай, это сейчас нужно, это как задним ходом ехать, новичку еще сложно. Ты новичок, да? Да, я новичок. Я знаю. Тебе не было страшно? Нет, рассказывай. До этого я делала свои онлайн-курсы, я также принимала просто людей, да, то есть людей, которые пришли с семейными или просто с личностными проблемами, вела групповые занятия. Ну, в общем-то, это было все, наверное, 11 лет. То есть 11 лет ты была рядовым психологом, да. Занималась тем, чем занимается обычный психолог? Да, консультирование, психотерапия, групповая работа, тренинговая. Самый, там, не знаю, топ-3 запомнившихся или интересных случаев из вот той практики?
какие-то самые необычные проблемы, которые ты смогла решить? На камеру. Ну, без имен, без ничего. Ну, кто-то может себя узнать и почувствовать дискомфорт. Давай скажем так, все персонажи вымышленные. Самые распространенные случаи. Слушай, ну на самом деле, наверное, вот топ-3 – это очень сложные случаи, сложные для самого психолога, в которых тебе нужно прям крепко держаться за свою экспертную позицию. Когда случаи связаны… Не переходя на личности, да? Ну, не то чтобы не переходя на личности, не переходя в свои личные переживания. То есть пришел клиент, он принес тебе свою, ну, действительно очень драматичную историю, тебе нужно сохранить позицию специалиста, отработать с ним его драматичную историю, а потом как-то еще переварить свои собственные чувства. И когда говорят, а зачем ты, психолог, ходишь к психологу, у тебя что, не хватает компетенции самой справиться? Вот именно для этого. То есть личное отдельно, профессиональное отдельно. И для того, чтобы своими личными чувствами не затапливать клиента, мы носим их к своему психологу, затапливаем своего психолога. И, конечно, самые сложные случаи, самые запомнившиеся, это случаи с детьми, случаи с тем, когда взрослые включают детей в какие-то очень взрослые отношения, для которых дети не приспособлены, и то, как реагируют окружающие. Кто-то стремится сделать вид, что этого не происходит, кто-то замечает, что это происходит, но не понимает, что ребенку нужна помощь, не понимает не потому, что не понимает, а потому что настолько страшно это осознать, что хочется от этого отстраниться. Давай конкретика. Я помню, была одна история, я подробности не помню, ты рассказывала нам на какой-то другой встрече, что у тебя был один клиент, который хороший, нормальный мужчина, хорошо все мои зарабатывает. Клиенты хорошие, нормальные. Да, хорошо зарабатывает, там есть какая-то власть и так далее. В пятницу вечером он уходит в запой. Да. В понедельник утром он на работе. Да. И вот что бы ни делала его семья, вот не менялась. А потом в итоге его лечение началось с приобретения собственных тапочек. Да. Это очень, ну теперь уже в моей практике это один из типичных случаев. Потому что человек… Вот расскажи об этом, что за ситуация тебе была? запомнился, да, этот Да, случай? я помню. Когда человек не выделяет сам себе место как личности или там, как главе семьи, у него есть такая большая ответственность перед семьей ее обеспечивать. Он ее обеспечивает. Но дома для него как будто бы нет места. Нет любимого кресла, нет кружки, вот из которой только он пьет, и никто ее не должен трогать. Нет места за столом, за которое садится только он, и никакие гости, никто туда не может садиться. И вот когда для человека нет в таком символическом плане места у себя дома, ну, он туда и не попадает. Разными способами. Кто-то уходит в такой двухдневный запой, кто-то находит себе какие-то дополнительные дела на работе, ему нужно остаться на работе, всех спасать, помогать, мчаться на пожар и так далее. И вот когда я понимаю, что у клиента есть такая особенность, я начинаю спрашивать про кружки, про тапочки, про свое место, и оказывается, что ничего этого нет. И для них действительно, ну, кто-то сейчас может смотреть и подумать, ну какая глупость, да, нужно ходить к психологу для того, чтобы потом пойти и купить себе тапочки. Но если мы переходим именно на такой символический уровень, то для человека с этих тапочек начинается выделение себе места и претензии от слова «претендовать», претензия на то, что у меня есть место в этом доме, не только как банкомату, который обеспечивает, но и как человеку, который имеет здесь на что-то право. Когда он обзавелся собственными тапочками, кружкой, тарелкой, ложкой, вилкой, у него вопрос начал постепенно решаться, правильно? Да, потому что начали перестраиваться отношения в семье. То есть, если семья привыкла с ним взаимодействовать одним способом, а теперь семья начала сталкиваться с границами, с тем, что у него есть какие-то свои вкусы, какие-то свои приоритеты, что он не на все согласен и не всегда готов. Он не просто банкомат, а он тоже определенный человек? Да. И таким образом решился вопрос? Да, ну здесь вопрос решился и благодаря тому, что семья включилась и также все это поддержала. И то, что вот это его тапочки не трогайте, это его кружка не трогайте, и там, когда он звонит… Вот казалось бы, да, вот человек в запое, надо что-то делать, а оказалось, что тут нужно просто место ему выделить и все.
Ну, в общем-то, Вот да. и психология, да? Вот и психология. Но это мы берем просто частную практику. А сейчас ты говоришь про бизнес-психологию, да? Да. Вот ты занимаешься с этими там предпринимателями, блогерами и так далее. Можешь ли ты рассказать про какие-то свои успехи? Ну, я так понимаю, если это бизнес-психология, то эквивалент успешного должен быть выражен в деньгах. Как они начали или больше зарабатывать, или компания стала более успешной, или какой-то бренд появился, или что-то. Вот чем можешь похвастаться? Самый яркий случай, но это не я хвастаюсь, это результаты моих клиентов. Самый такой яркий случай, когда эксперт за очень короткий срок, меньше чем за 3 месяца, с доходов 1 200 000 или 1 400 000, не помню, вышел с проекта, с одного проекта. Вышел сразу на 7,8 миллионов, 7,8, а потом доросли до 13. За 3 месяца? Да. А что за проект, чем он занимался? Может, мы тоже хотим этим заниматься? Образовательный проект. Образовательные услуги для населения. То есть ты поменяла его немного, он поменял свой взгляд на определенные вещи, свои какие-то действия, и благодаря этому начал больше зарабатывать. Да. Круто. Спасибо. А еще что-то? Вообще бизнес-психология для меня, она очень сильно связана с семейной психологией. То есть я как ранее консультирующий семейный психолог, я вижу эти взаимосвязи. И то, что человек не смог получить когда-то в своей родительской семье, он зачастую это несет и к себе на работу. Когда это еще и семейный бизнес, там вообще все очень сложно, особенно если мы находимся в нашей локации на Кавказе, да, где есть еще очень четкая иерархия, что ты не можешь там где-то переплюнуть решение старшего, ты должен его слушаться, и даже если тебе как бы официально отдали все бразды правления, но делать что хочешь ты не имеешь права. И вот с этим прям много работаем так, чтобы не разрушить семейные отношения, потому что это действительно важная ценность для нас всех, и транслировать там «наплюйте на всех», там «ты никому ничего не должен», это как-то вырвано из контекста, да, это не про реальную жизнь, то есть мы стараемся так умудриться, чтобы и здесь у нас все пошло, какие-то продвижения в бизнесе, и семейные отношения не пострадали, и человек не переступал через себя, то есть он делал какие-то продвижения, но не делал то, что ему чуждо, то, что нарушает его внутренние ценности, да, внутренний баланс. Давай теперь посмотрим вот на вот этот кавказский менталитет, да, вот иерархию и так далее. С точки зрения психологии у меня 2 вопроса. Первое, как вообще психология относится к вот этому кодексу ГОР, так сказать, да? И замечаешь ли ты динамику, что этот кодекс начинает соблюдаться все реже и слабее, и влияет ли это как-то на ментальность народа или всего Кавказа в целом? В 2005 году, когда я пошла учиться дополнительно на семейного психотерапевта, я слушала нашего преподавателя и чувствовала себя полной дурой, потому что я за большие деньги узнаю то, что я знала до этого бесплатно, и то, как мы жили. Потому что вот такая вот семейная иерархия в семейной психологии, в семейной психотерапии, она признается. И здесь самое большое преимущество в том, что ребенок, который живет в этой семье, который живет в этой иерархии, он с младенчества уже понимает, как будут развиваться события дальше. Кто кому должен, да, на что он имеет право, как он может получать что-то от родителей, должен он им за это что-то или он должен своим детям, кого ему нужно выбрать, в случае каких-то экстремальных ситуаций, своего партнера, своих детей, своих родителей, себя. То есть есть ориентиры с очень раннего детства, которые человеку помогают понять, как жить, где правильно для данной местности, где неправильно, при каких условиях тебя поддержат, а какой твой поступок осудят. И это очень важно для того, чтобы человек мог чувствовать землю под ногами и мог понимать, что я сделаю такой какой-то рисковый момент, но при этом, если что, семья, такая большая внешняя семья меня подхватит. То есть кавказский менталитет в психологии – это хорошо? В общем и целом в психологии все имеет место быть, но если мы говорим про какие-то, скажем, чувства, которые мы можем назвать положительными, то да,
потому что ты, как ребенок, имеешь право получать от родителей, пользоваться этим и отдавать это дальше своим детям, да, то есть, ну, скажем, ничего не застаивается, все идет вперед к следующим поколениям. Или отдавать недоношенные вещи своим младшим, да? Да. Ну, или, например, заранее старшие, младшие знают, кто должен будет позаботиться о родителях, да, младший, но тогда старшие понимают, что раз уж у них больше рычагов управления, они могут больше зарабатывать и там как-то отдавать младшему, младший там уже заботится, распоряжается, регулирует и так далее. То есть заранее есть определенные договоренности, с которыми все в добровольном либо принудительном порядке вынуждены согласиться и соблюдать. Вот это очень здорово, потому что когда, если мы вернемся опять к бизнес-психологии, когда мы начинаем разбираться с клиентом, что же происходит и почему он приходит с бизнес-запросом, а мы зачем-то лезем в его детство или в семейные отношения сейчас, и мы понимаем, что есть какие-то договоренности, которые не озвучили, но они есть. У клиента в голове они одни. У родителя другие, у детей третьи, у там какой-то тети Маши из соседнего подъезда четвертые. И мы сидим и распутываем этот клубок иллюзий, ожиданий и недоговоренностей. И очень часто людям неловко вот прийти и прямо спросить, там, дорогие родители, вы мне дали образование и устроили в нашу семейную фирму. Что я вам за это должен, кроме того, что у меня прописано в должностных инструкциях? Да? Или, например, родители покупают машину сыну взрослому, и потом ждут, что он будет на этой машине к ним приезжать каждый день. А он каждый день не приезжает, он каждый день после работы едет к себе домой, там, где жена, дети, а к ним приезжает только по выходным. И здесь тоже начинается кися-меся. Мы тебе машину купили, а ты на этой машине не можешь найти время, чтобы к нам приехать. А какие минусы психология видит вот именно в этом кавказском менталитете? Ой, минусы давай не будем говорить. Хотя вот что-то, основу какую-то. Что-то, знаешь, но это скорее не то, чтобы минусы кавказского менталитета, это, в принципе, минус для совершенно любого менталитета. Просто в кавказском менталитете это выражено сильнее за счет той истории, да, которая у нас есть, и тех действительно сложных и страшных событий, которые пережили наше поколение. Это ригидность, то есть когда люди в целом не настроены на какие-то изменения, когда мы цепляемся за то, что вот там наши бабушки без этого жили, или там без этого детей воспитывали, и мы выросли хорошими. То есть когда-то, года, наверное, 4 назад, один карачаевский паблик сделал репост моего поста в одной из соцсетей про то, что нельзя бить детей. И, как нельзя? Я не запрещаю, да, я рассказала, какие могут быть психологические последствия. Если вы готовы с ними смиряться, то не говорите, что вас не предупреждали. И аудитория разделилась. Часть из тех, кто поддерживал, вспоминал свои детские истории. Меня в детстве били, но я нормальный, да? Да. Кто вам об этом сказал? Да. Вот меня удивляет, когда говорят, мы же нормальными выросли. Это же все относительно. Да, но не будем бросаться тапками. И я одному из людей, который наиболее агрессивно выразил свою точку зрения, что меня били, и я нормальный, и я буду бить. Я боялась, что в какой-то момент прилетит и мне. И я спросила, что если вас били, и вы утверждаете, что все нормально, на вас это не повлияло, почему у вас столько агрессии просто к другой точке зрения? Откуда, если вы выросли нормально? Беседа замялась тем, что женщинам слова не давали и все такое. Но если мы вернемся к вопросу, вот такая непластичность, ригидность, стремление ухватиться за прошлое, за старое, и
это в принципе для любой ментальности это минус. Особенно сейчас в современном мире, когда она несется, жизнь несется, да, мир несется, и если ты вовремя не будешь реагировать на обстановку, то ты можешь попасть в очень сложную ситуацию. И мы видели, как и очень крупные бренды на этом разорялись, например, Nokia, да, когда все уже переходили на сенсорные телефоны, или Kodak, когда все опять же переходили на фотографии, которые мы можем смотреть в компьютере или в телефоне, да, Kodak все еще пытался продавать мыльницы и говорить, что никто не захочет смотреть электронные фотографии, все будут хотеть их распечатывать. То есть мы видим, что даже очень крупные системы на этом могут погореть. Я ни в коем случае не предлагаю, если там кому-то сейчас может показаться, отказаться от традиций, от истории, от там, языка, религии, культуры, но стоит задуматься, а как мы можем это вплести в нашу современную жизнь, потому что если мы станем перед паровозом и скажем «остановись», нас сметет. Но тут же есть такая тонкая грань, когда человек, особенно вот там молодой человек, там 16, 17, 18 лет, когда только формируется, что сейчас в современности уже как бы вот все так, и я так, и это нормально, и начинают уже там вести себя чуть не так, как положено, да, там выражаться как-то, там старшим перечь, не слушаться, форма одежды, какие-то привычки и так далее. То есть вроде так смотришь, как и все современные, да, как обычно современная молодежь, но все-таки, если там даже возьмем карачаевцы-балкарцы, да, наш народ, хочется, что вот раз карачаевцы-балкарцы, как-то морально-нравственный облик должен как бы чуть быть другой. И тут вот, с одной стороны, кто-то может сказать, там, пережитки прошлого, с другой стороны, как-то слишком осовремениться, как эту грань держать? Мы можем поговорить с подростками, почему им не хочется эту грань держать. Потому что, в принципе, все подростки, они очень свободолюбивые, и просто в каждой семье это будет выражаться по-разному. Да? В семье с национальными традициями подросток будет хотеть смести эти традиции, в семье, где нет таких сильных национальных традиций, подросток будет бунтовать в чем-то другом. И нам важно понимать, если мы будем просто, извините, глупо и тупо настаивать на своем, то, естественно, у подростка что будет возникать? Сопротивление. И ему не важно, мы ему транслируем какую-то национальную традицию или мы говорим «надень шапку, потому что там минус 20». Но если мы пытаемся вот просто его смять, загнать там куда-то под свое мнение, мы будем встречать сопротивление. Если же мы будем разговаривать, то есть мне, учась в Ставрополе, в школе, я здесь родилась и выросла и живу, да, и мне в школе было непонятно, почему то, что папа где-то меня не отпускает, например, на школьную дискотеку, и у нас в семье это нормально, почему это ненормально в среде моих одноклассников. Почему где-то меня не понимают, а где-то даже подсмеиваются. И если бы у меня была какая-то информация, да, хотя казалось бы это очевидно, что есть люди разных национальностей, разных традиций, но вот как-то в детстве и в подростковом возрасте лично мне это не было очевидно. Давай конкретная ситуация. Ты в 8 классе, у вас в школе дискотека вечером с 8 до 10 или до 11, будет пару родителей, вроде как бы все нормально, да, в школе одноклассники, есть пару учителей, есть пару человек из родительского комитета. И мы жили за стенку от школы, это не сильно принципиально, да, вот ты или какая-то девочка, да, вот даже вот сейчас нас кто-то смотрит, может у него дочь здесь в 8 классе или в 9, но неважно. Отец не хочет пускать, понятно почему. Да. Дочь не может понять, почему. Как ему быть? Вот ситуация. Во-первых, объяснить. Что объяснить? Да. Вот давай конкретно говори. Давай я девочка восьмиклассник, а ты отец. Нет, ты отец. Ты скажи, почему ты не хочешь отпускать. А я не знаю, почему ты не хочешь отпускать. У всех отцов разное здесь. Кто-то просто боится, что она наделает глупостей, а девочка говорит, я не наделаю глупостей, я хочу просто побыть с одноклассниками, посмотреть, что там происходит. Что тогда отец скажет? А зачем ты на меня тратишь? Кто у нас психолог, кто у нас гость? Я и психолог, и отец, да. Говори. Батя в студии. Отцу самому вот до этого разговора, понимая, да, что девочка растет, нужно осознавать, какие его главные страхи.
И как он может об этом разговаривать? Может, где-то ему проще будет, чтобы жена поговорила, да, через мать какие-то вопросы обсуждать. Но если мы так будем фантазировать про мое детство, наверное, если бы папа мне просто сказал, что, ты знаешь, есть разные правила. В разных сообществах есть разные правила. Мы вот в этом сообществе, и наши правила такие. А там другое сообщество, и там другие правила. Наверное, вот лично мне этого было бы достаточно, потому что я за всю жизнь не ходила там ни в какие ночные клубы, мне это и не интересно. Но тогда было просто непонятно, что. То есть отец восьмиклассницы сейчас ответ не получил? Отцу восьмиклассницы нужно подумать. Нужно подумать. Почему? Почему именно в его случае? Потому что не все ведь... То есть найти для себя причину, почему он не хочет пускать? Да, и объяснить, что я не то, чтобы я хочу, чтобы над тобой смеялись, я не хочу, чтобы там кто-то против тебя был настроен, но вот моя задача как родителя – дать тебе определенное воспитание. Ты можешь сейчас этого не понимать, но я как отец считаю, что поступить именно так – это правильно. И если бы ты, как ребенок, могла рассуждать, размышлять на моем уровне, то, наверное, тебе не нужен был бы уже отец. Но пока я несу ответственность за твое поведение, за твою репутацию, и в случае чего претензии будут ко мне, я решаю, что будет так. И вот этого достаточно, даже если ребенок в этот момент как бы не совсем согласен. Даже если ребенок в этот момент не согласен, и нам важно, нам как родителям показать, что мы не делаем что-то принципиально. То есть вот просто потому, что я не хочу, ты сидишь дома. Или там просто потому, что у меня в детстве не было мобильного телефона, и у тебя не будет. То есть я как отец не иду на принцип. Так я тебя воспитываю, так я считаю правильным, так я в ладу со своей совестью как родитель. И я понимаю, что ты сейчас не согласна со мной. И я понимаю, что тебе как подростку сейчас очень сильно обидно. И тем не менее я решаю сделать именно так. Вот теперь более-менее это похоже на ответ. Спасибо. Пожалуйста. 16 лет практики. У нас на столе красуется розовая интересная книжечка. Марина Гагуева «С тобой меня нет». Книга-инструкция по выходу из нездоровой привязанности и повышению самооценки. Что это за книга? Как она вообще появилась? И где ее, наверное, приобрести? И о чем она? Так, давай по порядку. Да? Что это за книга? Это книга, которую написала я как психолог. Это не художественная книга, это книга для людей, которые интересуются психологией, хотят лучше понимать себя. Она об отношениях, которые мы можем назвать созависимыми отношениями. И это могут быть как романтические отношения, так и детско-родительские, бизнес-отношения в том числе. В принципе, на эту тему много сейчас материала и других тоже хороших книг, но передо мной стояла задача, которую я себе поставила, как не просто множить материал на эту тему, а написать что-то, чего еще в этой теме сказано не было. И я сосредоточилась на том, как, в принципе, человеку можно поменять свою жизнь. То есть, если мы будем говорить только о том, выйдите из этих отношений, да, там созависимые отношения плохие, просто выйдите из них, и все будет хорошо. Такого, конечно, не произойдет. Человеку, чтобы поменять что-то во внешнем мире, нужно поменять во внутреннем мире, очень порой много всего, и потом понимать, как это будет отражаться во внешнем мире, потому что часто очень, почему люди откатываются назад. Например, человек прочитал книгу или сходил к психологу, принял какое-то жизненное решение, начал что-то менять, а потом все сделал обратно, как было. Потому что он не был готов к тем переменам, которые пойдут вот просто по закону домино. Да? Одно повлечет за собой другое, третье и так далее. И здесь мы говорим именно об этом. Очень честно, что будет меняться, кто-то поддержит вас, кто-то вас не поддержит. Если вы решили, тем не менее, идти до конца, как это выдержать, как обрести поддержку, как выдержать критику, в том числе близких людей. Это твоя первая книга, так?
Хронологически, да, первая. Да. Почему эта тема? Ко мне обратились из издательства «Эксмо» Бомбора. Это очень крупное издательство, один из лидеров, книжных лидеров в России. И они предложили Они сами на тебя вышли? Да, они сами на меня вышли. По твоему инстаграму или как? Да, редактор читал мои посты, ей понравилось то, как я пишу, то есть мой стиль письма, и ей понравилось то, что я пишу, о чем я пишу, как я преподношу психологию без волшебных кренделей, да, там, единорогов, сахарной ваты и так далее. То есть это научно-практическая психология, но доступным языком. И она предложила написать книгу у них в издательстве. Я сказала, что да, конечно. И спросила, какая тема интересна. То есть тему они сами выбрали? Тему они сами выбрали. Я здесь доверилась их выбору, потому что все-таки это очень крупное издательство. У них есть своя статистика, своя аналитика, в том числе маркетинговая, что хорошо продается, что востребовано, какие книги не лежат очень долго в магазине. Поэтому я решила здесь не проталкиваться. И насколько я знаю, у тебя в день, когда вышла книга, прям был ажиотаж на твою книгу. Это, в принципе, был очень интересный день, потому что это был еще и День психолога в России. Она у тебя вышла, в принципе, 10 дней назад. Да, 22 ноября. 22 ноября, в День психолога. Да. Вот. Электронная и аудиоверсия, они вышли немного раньше, а бумажную версию мы очень ждали из типографии, потому что такая оригинальная обложка, ее нужно было... Кстати, сколько времени ушло на написание? Ой, на написание ушло достаточно долго. Мы планировали полгода, но в итоге я писала год. Это совпало поскольку было в моей жизни печальное событие, и как-то я вылетела отовсюду, и мы с издательством это, конечно, обговорили. Надо отдать должное, на меня никто не давил, не подгонял. То есть вот просто пока я не вернулась в форму, меня никто не трогал. И давай про ажиотаж. Про ажиотаж. За 3 часа 40 минут был солд-аут на Лабиринте, Wildberries. Потом я хотела купить на Book24. Ты сама хотела купить свою книгу? Но мне нужно было раздавать родственникам. То есть издательство тебе какую-то часть не высылали? Они высылали, но мне не терпелось. Я до сих пор жду, пока они приедут. То есть Wildberries работает быстрее, чем Бомбора? Я заказала на Book24. Я не могла оформить заказ, просто по-разному пробовала, не могла оформить. Я позвонила в службу поддержки, объяснила, что я автор, что я хочу купить экземпляры на презентацию в Ставрополе своим родственникам. Как бы ситуация такая, с одной стороны, комическая, да, когда ты звонишь в магазин и говоришь, я автор, дайте мне купить мою книгу. Так они начали разбираться. Они говорят, Марина, подождите, мы сейчас разберемся, пока что я не могу понять, в чем проблема, говорит оператор, я вам перезвоню. Перезванивает, говорит, мы поняли, в чем проблема, у нас нет столько экземпляров, сколько вы хотите купить. И я говорю, ребята, вот выгребаю все, что есть. Вот, чтобы ты понимал, еще у моей мамы нет экземпляра. А у меня уже есть. Да, есть у тебя и у сына. Остальное все ушло на презентацию в Ставрополе. А где была твоя презентация? Она только будет в воскресенье, но у нас уже тоже sold out, и мы не можем взять больше людей, потому что люди есть, а книги закончились. Так, раз тема востребованная, и у тебя был sold out по твоей книге, сколько ты заработала? Пока я не знаю, потому что расчет у нас раз в квартал. Вообще, насколько я знаю, если это там не Гарри Поттер, да, или там не Стивен Кинг, то в принципе книги, особенно не художественная литература, это больше для репутации, для имиджа, нежели для того, чтобы заработать. Да, так то есть книги это абсолютно не денежная история. Но то есть это твоя визитка. Да, может быть, если ты уровня Михаила Лобковского, у которого огромная аудитория и много разных книг, которые переиздаются, то, наверное. Но он со мной не делился, не знаю. Но у тебя есть еще одна книга, которая в соавторстве. Да. И там от Лобковского тоже что-то, да?
Ну, мы как-то о нем прямо так сказали, от Лопов. Тоже что-то, да. Эта книга «Зоопарк в твоей голове», 25 психологических синдромов. Там 25 психологов, от каждого по статье. И среди медийных, самых медийных, наверное, в нашей стране, это Михаил Лобковский. И среди этих 25, в том числе и твоя статья? Да. За ту книгу ты ничего не получила тоже? Аплодисменты. Спасибо. Тогда расскажи мне про Forbes. Я знаю, что ты есть в Forbes. В журнале, пока не в списке. Ну, ты же есть в Forbes, по факту. Я есть, да. И я есть. Что это за история с Forbes? Когда вышла книга «Зоопарк в твоей голове», мне через Как давно 2 она дня. вышла? Она вышла в апреле, то есть тоже относительно недавно. Мне через пару дней написала редактор Марина Беркник, вот, с которой я сотрудничаю. Вот. Да. И сказала, что Марина, Forbes опубликовал кусочек из вашей статьи, которая есть в той книге у себя на сайте. Из этой книги тоже. За это тоже просто аплодисменты? Ну, бонус в самооценку. Вот почему у тебя про повышение самооценки. Хорошо, это мы с тобой сейчас поговорили про твою профессиональную деятельность. Да. Давай теперь в конце уже нашего эфира, у нас немного времени осталось, что-нибудь я тебе лично. Какие интересы, чем увлекаешься, какое хобби и так далее. Что ты такого хочешь рассказать о себе? Тут все очень скучно. На самом деле, если бы не психология, чем бы ты занималась? Если бы не психология, чем бы... Знаешь, мне кажется, я бы в любом случае к ней какими-то путями пришла. Хорошо, давай так. Если сделать там топ самых важных для человечества профессий, на каком месте стоит психолог в твоем понимании? В моем понимании... У нас там инженеры, у нас там врачи, у нас там химики, у нас, кто угодно. Знаешь, я, наверное, скажу на втором. Вот на первом месте для меня это врачи и медицина в целом, потому что если твое здоровье не в лучшей форме, то сложно вести какую-то полноценную жизнь, чем-то себя радовать и чему-то радоваться. Поэтому вот профессия, которая для меня на особом пьедестале, это медицина и врачи. То есть на первом месте здоровье физическое, да. А на втором месте здоровье психологическое. Круто. Так, хорошо, не буду спорить. Что в тебе самой тебе больше всего не нравится? Ой, мне больше всего не нравится то, что я пещерный человек. Я сижу дома, я не люблю выходить, я не люблю выезжать. Нет, если надо, я очень быстро соберусь. То есть если надо. Ну да. Но чаще всего мне не надо. Я работаю из дома, я себя прекрасно организую. А чем в себе ты гордишься? Чем я в себе горжусь? Я горжусь, наверное, тем, что я достаточно легко отношусь к каким-то ошибкам, к каким-то промахам, к тому, что... К своим? К своим, да. К тому, сама что... себе прощаешь, ну, знаешь, если там кто-то, например, если кто-то захочет надо мною как-то подшутить и посчитает, что он меня уязвит, если ты так хочешь думать обо мне, пожалуйста, я никому не запрещаю. То есть я не буду доказывать, вступать в жаркие дебаты, что нет, я не такая. И как-то я даже хейтерам писала, что если ваша жизнь становится лучше от того, что вы обо мне думаете плохо, пожалуйста. Я за, да? Это как бы миссия моей профессии, да, чтобы людям было хорошо. Окей. Каким качеством или чертой характера ты бы наделила каждого жителя планеты, если бы у тебя была такая возможность? Это первое. И второе, вот какое такое же качество ты бы убрала у каждого, кто есть на этой земле? Первое – это честность и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. Ты думаешь, если бы все люди были бы честными, это было бы хорошо? Да. Хотя бы по отношению к себе.
Понимаешь, когда человек, например, дает другим людям обещание, ему кажется, что он это выполнит, но он сам себе не признается, что он не может это выполнить. И получается, у нас другие люди вовлечены уже в невроз другого человека. Да? Они доверяют, там простраивается какая-то цепь отношений, и в итоге все вместе валятся в яму. Ну, наверное, потому что я в работе это часто вижу, поэтому вот честность по отношению к себе я бы добавила, и на самом деле не страшно и не стыдно признать, что я чего-то не могу, что возможности человека, они ограничены. А что бы я убрала из всех людей? Ну, может быть, не из всех, но из хороших людей я бы убрала самокритичность, потому что когда человек действительно талантливый и очень способный, скрывает свой талант, не дает ему развернуться, потому что он очень самокритичный, мы очень многого лишаемся. Самокритичный или самоосуждающий какой-то? Самокритичный. Как бы осуждающий – это уже следующая ступень, да, это когда я сделал и сам себя за это осудил. А самокритичный – это когда я даже делать не начну, потому что я это сделаю недостаточно хорошо. Ага, все, понял. Что самое важное в мужчине, что самое важное в женщине и что самое важное в ребенке? Ой, честность. Ну вот в мужчине и в женщине, в принципе, мне кажется, для любых отношений честность для меня это самое важное. В ребенке самое важное это его родители, которые дают ему возможность быть ребенком, а не тем, кто должен держать на своих плечах всю семью. И последние два вопроса. Мы уже узнали, чем ты гордишься из своих качеств. Чем ты больше всего гордишься из всего, что ты сделала своими поступками, достижениями и так далее? И чего ты больше всего боишься? Давай начнем со второго. Я больше всего боюсь, что в какой-то момент, я, начну, наверное, какого-то тщеславия, того, что называется зазвездился. Да. И у меня есть такой рисунок. Мой ребенок, когда был очень маленький, на втулке от туалетной бумаги нарисовал мой портрет. И вот он у меня стоит, вот просто как напоминание, что кем бы ты ни был, какие бы регалии у тебя ни были, ты вот в своей глубине ты портрет на втулке от туалетной бумаги. А первый вопрос я забыла. Чем ты гордишься больше всего из всего, что ты сделала? Знаешь, наверное, я горжусь больше всего тем, что я от каких-то вещей удержалась, от того, что я не сделала. А в отношении того, что я сделала, я горжусь больше всего тем, что я, в принципе, решилась это сделать, не поддалась там каким-то страхам, внутренним тормозам, вот взяла и сделала. Круто. Итак, прежде чем мы закончим, у нас есть рубрика такая специальная. Я задам тебе вопрос от предыдущего гостя, а ты задашь свой вопрос следующему гостю. Но мы не знаем, кто будет следующий гость, какого возраста, мужчина, женщина, какой профессии, просто кто-то у нас следующий гость. И вопрос от предыдущего гостя. Когда последний раз ты промокала под дождем, но в том плане, что вот ты с этого кайфанула? Есть ли вообще в тебе какая-то такая бесшабашность, желание жить, вот просто мокнуть под дождем, ходить гулять и вот остался в тебе дух авантюризма? Дух авантюризма остался, мне кажется, если ты в целом доволен своей жизнью. Несмотря на то, что ты пещерный человек, есть такой. Да. Вот. И вопрос, который я задам следующему гостю, на какое достижение профессии в жизни вы бы решились, если бы ничего не боялись? Итак, у нас сегодня в гостях была Марина Гугуева, психолог, кандидат психологических наук, аккредитованный супервизор, и мы теперь знаем, что это, автор книги «С тобой меня нет», которую можно купить практически везде. Да. Так что всем спасибо, до новых встреч. Спасибо.